Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас дождь. А Владислав собирается в музыкальную школу. Что-то он забыл. Наверное, сумочку свою забыл. Я купила недавно детишкам вот такой велосипед скоростной за 22 000. Кирюша сам выбирал. Я не разбираюсь. Всем привет. Всем привет. Давай я тебе капюшон поправлю, Улан. Капюшон надевай, если дождь будет, ладно? Удачи, Улан. Спасибо. Пока. Пока. Сейчас он поедет. Будет играть на балалайке. Открывай, не бойся. Ой, какой ветер. Сильный ветер. Я его не отвожу. Теперь он на велике ездит. Ему нравится. Как на улице свежо. Давно у нас дождя не было. Сегодня с утра дождь. Ветер. У нас были такие холода. Ничего не растет. Дождя не было. Было засуха. Картошку мы посадили, слава Всевышнему. Дома мы посадили с ребятишками 2 ведра. А на участке у Юлии с Салаватом посадили мы 12 ведер. Одна подписчица мне пишет, зачем вам столько много картошки. Не знаю, привыкли так. Только не подумайте, что мы одну картошку только кушаем. Мы все кушаем. Ну, и скотину кормим, и козам даем, и цыплятам, утятам. Всем даем мы. Здесь начинает немножко расти цветы. Здесь, конечно, я пока ничего абсолютно не делала, потому что ночью были морозы. В теплице кое-что посадила, и то вечером укрываю укрывным материалом, и утром открываю. Поливаем теплой водой утром. Вот мне что-то привезли из деревни. Я купила, мои хорошие, гусят. И мне из деревни привезли вот такую штуку. Я закрываю здесь своих гусей. Я вчера покрасила. Думаю, пусть будет приятно гусям. Я закрываю и переношу дальше. Здесь вон трава. А вот здесь посмотрите, как они оставляют. Даже газонокосилку не надо. Розова, ты газонокосилкой косишь трава? Вот покупай гусей и пускай, как я. Вот здесь видите как? И косить не надо. Вот здесь вон есть трава, а здесь нет. Здесь не страшно. Ни собаки, ни кошки не тронут. Арчи, привет. Куда ты пошел? Траву кушаешь? Арчи. Вот.
Траву кушает Арчи. Гуляет по себе. Я сюда привязываю козочку свою. Тоже вон сколько вчера кушала она. А сегодня уж дождь, не стала я привязывать. Вот такие дела у нас. Погода вот такая. Холодно. Очень даже холодно. Побелила я вот эти шлакоблоки. Здесь тоже ничего не делала. Виноград растет. Цветы растут. Елочки растут. Посадила петунию. Вот по одной штуке. Вот начинают цвести, но пока тяжеловато цветут. Покрасила бордюры. Тюльпаны мои. Вот еще. Их, конечно, у меня мало. Лилия. Он растет. Ну вот, пока ничего такого нет. Здесь тоже тюльпан. Вот посмотрите, какой шикарный куст розы. Но, конечно, холодно. Хотя холодно, но розы, они растут. Хризантемы мультифлоры. Это клематис. Тоже растет. Вчера постирала. Не стала убирать домой. Сюда тоже посадила немножко петунию. Купила вот розочку вьющую. Тоже еще не посадила. Жду, когда все потеплеет. Хотела посадить вот сюда. Вот что-то тут надо придумывать. Погоды нет. Даже -7, -8 ночью заморозки были. Несколько дней. Работать пока настроения нет. Тут велики моих внуков тоже разбирают, что-то делают. Вон же. Тоже 2 года тому назад покупали мои скоростной велосипед. Уже все сломалось. Просто они разбирают, пускай попробуют, пусть разбирают, пусть изучают. Тут и простой велосипед есть. Этот велосипед простой. Когда-то я покупала в Милане. Тоже вон скоростной велосипед. Но сейчас они почему-то быстро ломаются. А здесь наши курочки-красавицы. Им тоже вот холодно. Петя! Привет, Петя! Петя! Привет! Ой, беспокоится, как смотрит. Петя! Смотрит. У меня всегда музыка. В любую погоду. А здесь мои красавцы. Посмотрите, они у меня какие. Какие хорошенькие. Уже поменяли перья свои. Поели они. А вот голошейки сидят наверху. Стелю также сено. Остатки после коз. Каждый день. Сюда я ставлю песок. Вот они уже съели. За 2-3 дня они вот такой лоток съедают. А здесь наши гусята.
21 штук. Что, мои хорошие? Им сегодня 14 дней. Я 8-дневных взяла. Стоили они по 320 рублей. Тесно, конечно, им здесь. Я на ночь каждый день закрываю их пока здесь, пока они маленькие. А днем с утра выпускаю туда. У них есть домик, я вам показала. Называется сорт крупно-серые. Я покупала, когда было им 8 дней. Едят они сухую комбикорму, крапиву я им даю, водичку пьют они. Также и цыплята. А цыплятам, конечно, я варю зерно с картошкой. Ну как, мои хорошие? Они выросли, нет? Вот они какие. Им месяц. 8-го было им месяц. А сегодня у нас 11 число. А, голошейка. Как-то непривычно. Что, сниматься хочешь? Куда ты идешь? Куда ты тянешься? А? Куда ты тянешься? Ой, на улице дождь пошел. Сильный-сильный дождь пошел на улице. Вон, они хорошенькие. Посмотрите, у них ножки толстые. Вот посмотрите. Короткие, толстые. Значит, они чистые бройлеры. Голошейка. Они маленькие, конечно. Они простые. Посмотрим, какое будет у них мясо. Я даже боюсь на зиму оставлять, конечно. Мои подписчики мне дают советы, чтобы я им уже с лета начала вязать шарфы. Мне так интересно стало. Мы с детишками вместе считали и так хорошо смеялись. Спасибо вам большое, мои хорошие. А здесь наша теплица. Вот такие помидоры. Коротенькие. Они низкорослые. Вот побольше есть. Побольше. И вот еще. Вот они какие низкорослые. У них вон уже бутончики. Здесь тоже разные сорта. Здесь перцы. Здесь я посадила 10 кустиков на постоянное место. Помидоры. Тоже начнут скоро свести. Вон бутончики есть. Скоро будут цветы. Ну, холодно, прохладно. А здесь огурцы. Тоже вон тепла им не хватает. Скоро будут цвести. Вот укрываю укрывным материалом на ночь. Холодно, ничего не растет толком. Вроде весна пришла рано. Тепло было, жарко было, до 26 градусов у нас иногда днем было. Но резко похолодало и сразу минус 8 ночью. Конечно, стресс для рассады.
Я не могу сказать, что они совсем плохие. Еще до июня месяца есть время. Они у меня здесь очень сильно болели. Рассады. Когда посадила, я вам, по-моему, показала. Они какие-то хилые были. Но ничего, вырастут. Ничем я их не подкармливаю. Тут чистый навоз. Раскидали мы с ребятишками навоз. И все. Вот здесь у меня еще есть немножко навоз. Сюда еще пока ничего не посадила. Наверное, посажу или несколько перчиков, или досажу вот этих огурчиков. Вот. Как сильный дождь идет, конечно же, дождь нам нужен. Вообще засуха было. Поэтому мы сегодня очень рады, что у нас с утра дождь. До 23:00 будет дождь. В интернете так показывает. Дождь очень холодный. В огороде тоже пока ничего не растет. Вот здесь посадили 2 ведра картошки. И буквально вчера только я купила у Артура рассаду капусты. Вот я специально вот таких маленьких взяла. Они быстрее пойдут, чем большие. Вот начинает расти лук. Клубники тоже в этом году не ахти. Или замерзли, или холодно. Чеснок там растет. 2 грядки, морковь. И все. А там дальше немножко посадила редиску. Редиску тоже взошла. А за теплицей у меня грядка есть. Там посадили зелень. Вот ждем, когда будет тепло. И, наверное, в июне месяце или в конце мая посадим остальное все в грунт. Но помидоров, наверное, все равно придется посадить под укрывным материалом на улице. Все равно погоду теперь не понять. Ну что, мои хорошие, что еще вам сказать? Вроде новостей нет. 7 мая я была на кладбище у себя в деревне, где я родилась. У нас каждый год в мае месяце организуют субботник. Вот поэтому я туда ездила. Там было очень холодно. Но все равно мы все чистили. Я каждый год ездила туда помогать. 9 мая ходили ребятишки. Парада у нас не было. Я не ходила никуда. Потому что я простыла 7-го. Был ветер сильный. Поздравляю, мои хорошие, всех прошедшим великим праздником. Желаю вам всего хорошего, доброго, здоровья вам, удачи и мира. Вот какой дождь идет, мои хорошие, посмотрите. Очень даже хорошо. Красота. Ничего больше не могу снимать, потому что дождь идет. А здесь яблоня, посмотрите, красота какая. Вот. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю, мои хорошие. Всем желаю здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч. Здесь я готовлю своим курам, цыплятам еду, варю картошку с зерном. Вот я уже приготовила. Здесь я сейчас возьму, намешаю комбикормом. А здесь я рублю для своих цыплят, гусят крапиву. Вот пошел сильный дождь.
А внуку захотелось на велике. Хотя я ему предложила подвезти на машине. Ну, пока он занимается там 2 часа, все пройдет, наверное. Дождь то идет, то перестает.